Добрый вечер, здравствуйте. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Алданском районе за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов осужден житель Ставропольского края, который временно проживал в столице республики. Мужчину задержали сотрудники ФСБ на трассе Невер-Якутск. В его автомобиле был специальный тайник, где обнаружено и изъято промышленное золото весом около 2 килограмм. А это, согласно котировке Центрального банка России, почти 4,5 миллиона рублей. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Золото передано в доход государства. Накануне в селе Булганяхта Хангаласского района по вине пьяного водителя погибла женщина. Как сообщили в ГИБДД, вторая пострадавшая попала в больницу. ДТП произошло около 6 вечера на улице Пятилетка. 42-летний водитель Toyota Corolla Fielder совершил наезд на 2 пешеходов-женщин. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу Покровска. Вторая получила перелом ноги. Тест показал, что водитель был сильно пьян. Телеканалу Якутия-24 стало известно, что пострадавшие – это мать и дочь. В Нерюнгри механик магазина автозапчастей обокрал своего работодателя. Последний обратился в полицию с заявлением о том, что с территории предприятия был похищен пневмогайковер стоимостью 35 тысяч рублей. Под подозрение попал 30-летний мужчина, который решился на преступление, испытывая материальные трудности. Он вывез инструмент и спрятал его в лесу, затем продал его за половину стоимости. Деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». И еще один случай из Нерюнгри. Студентка из Нерюнгри потратила украденные деньги на кафе и мелочи. Жертвой воровства стала другая студентка. Она сообщила, что из ее рюкзака похищены 5000 рублей. Как выяснилось, воровка вошла в спортивную раздевалку и увидела рюкзак. Внезапно у нее возник умысел на хищение чего-либо ценного. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она похитила деньги и покинула место преступления. В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. Однако уголовное дело по статье «Кража» уже возбуждено. Не только студентки балуются воровством. В Якутске за кражу у консьержки 7000 задержан 35-летний уроженец Амгинского района, которого жена выгнала из дома. Установлено, что в то время подозреваемому было негде жить, потому что после развода бывшая жена попросила освободить квартиру. Поэтому мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поисках места для ночлега зашел в первый попавшийся подъезд, поднялся на верхний этаж и заснул там. Поздней ночью жильцы дома разбудили его и попросили уйти. Спустившись вниз, подозреваемый заметил, что консьерж подъезда спит. Воспользовавшись этим, он похитил сумку женщины и покинул дом. Позже мужчина избавился от сумки и документов, а на похищенные деньги купил алкогольные напитки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Тем временем в Оленёкском районе прокурор проверил соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Установлено, что в нарушении требований законодательства о социальной защите инвалидов в Харайлавской врачебной амбулатории, Желендинской и Эикской участковых больницах, Оленёкской центральной районной больнице не созданы условия для беспрепятственного доступа в них лиц с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичные факты выявлены в 2 образовательных учреждениях. Прокуратура Оленёкского района обратилась в связи с этим заявлениями в суд о возложении на учреждения здравоохранения и образовательные учреждения обязанности обеспечить беспрепятственный доступ мобильных групп населения в здание. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Решения суда в настоящее время не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами. А теперь к федеральной повестке. В Москве Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево. Как отметил агентству ТАСС директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, при движении воздушного судна рейса Москва-Афины по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом. По предварительным данным, при взлете самолета Boeing 737 одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина. Отмечается, что на территории было обнаружено тело, одежда и другие личные вещи, принадлежавшие погибшему. Далее вдоль полосы обнаружено большое количество небольших фрагментов, а также пух, предположительно от куртки. Шнурок от кроссовка. Завершение выпуска к международной повестке. Полицейский получил ранение во вторник в результате нападения вооруженного ножом мужчины
В центре Брюсселя злоумышленник ранен. Его мотивы пока не установлены. Подробности в репортаже Рейтер. Вооруженный ножом мужчина во вторник напал на сотрудника полиции в центре Брюсселя. Другой офицер нанес злоумышленнику огнестрельное ранение. Оба пострадавших были госпитализированы, их жизнь вне опасности. Местные издания пишут, что нападавший был исламистом. По словам очевидцев, он кричал «Аллаху Акбар». Однако в полиции утверждают, что мотивы злоумышленника пока не ясны. Нападение совпало по времени с двухдневным визитом в Брюссель президента Франции Эммануэля Макрона. В Бельгии, где находятся правительственные кварталы Евросоюза и штаб-квартира НАТО, действует повышенный уровень опасности после серии атак смертников 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя. Тогда погибли 32 человека. А в США сразу в 3 городах раздавались выстрелы. Погибли по меньшей мере 6 человек. 2 преступника до сих пор находятся на свободе, рассказывает Артем Сторонов. 4 человека погибли в понедельник в результате стрельбы возле больницы в городе Чикаго, штат Иллинойс. Жертвами оказались доктор, помощник фармацевта и офицер полиции. Сам злоумышленник был застрелен сотрудниками сил правопорядка. По данным полиции, преступником оказался бывший жених одной из жертв, работавший врачом. Мужчина убил бывшую невесту после того, как она отказалась вернуть обручальное кольцо. Следующими жертвами стали случайная свидетельница и один из офицеров, прибежавших на звук выстрелов. Еще 5 человек в понедельник получили огнестрельные ранения в центре Денвера, штат Колорадо. Один из пострадавших скончался. Преступнику удалось скрыться. Полиция пока затрудняется сказать, что именно произошло и каковы были мотивы злоумышленника. В городе Сент-Луис, штат Миссури, в понедельник была убита женщина. Перед смертью она подверглась сексуальному насилию. Вооруженный преступник остается на свободе. Его разыскивает полиция. На этом пока все. Берегите себя.